ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 14:30. Заседание в городадминистрации. С одной стороны, владельцы НТО, нестационарных торговых объектов. К ним относятся торговые площадки на автобусных остановках и ларьки. С другой стороны, представители ряда административных управлений. Первый вопрос – подготовка ко Дню Победы. Бизнесменам нужно украсить НТО и облагородить прилегающую территорию. Все до 5 мая. Кроме того, остро стоит вопрос о брошенных ларьках. Вывоз такого сооружения городу обходится в среднем в 11 тысяч рублей. Чиновники предложили обдумать проблему. Так как спецавтодора денег нету вывозить, могут это предприниматели. А могут и эти предприниматели и взять. Ну, представим, что кто-то чувствует возможность, что он может расширить свой бизнес. Почему ему не дать помочь? Мы ему говорим, вот тебе какая-то преференция. Пожалуйста, ставь и убирай, следи, делай чище, зарабатывай деньги, отчисляй деньги в бюджет. Планируется, что первый результат будет виден к 9 мая. Ко Дню Победы хотят убрать заброшенные ларьки с центральных улиц. Также в кратчайшие сроки предпринимателям нужно переоформить ряд документов. Все ради упрощения работы. Не нужно идти в юстицию, не надо делать межевание земли и многого другого. Договор будет подписываться на 5 лет, сезонный – на 1 год. Кроме того, уже идет прием заявок на размещение летних уличных кафе. Единственное требование – близость общепита, чтобы был туалет и можно было помыть руки. Наболевшая тема остается, потому что, к сожалению, городской дворец культуры имеет свою площадь. И каким-то еще очень давним распоряжением было разрешено заключать на территории этой свои договоры. Но мы сейчас ведем очень большую работу. Городской дворец культуры, если вы помните, там даже в туалет не попасть летом, да? И со всеми вытекающими ситуациями. То есть, кстати, эти бачки, гуляют рядом дети, запах и так далее. Подобные заседания проходят регулярно, минимум 1 раз в месяц. Однако в следующий раз предприниматели и представители городадминистрации встретятся раньше. После 5 мая по городу пройдет проверка точек НТО.